плетали ковыльные нити, и бродили сайгаков стада. Нами строилась наша обитель, нами в жизнь воплощалась мечта. Белизна неизысканных зданий, изумрудная зелень одежд. Лисаковск — город наших мечтаний, Лисаковск — город наших надежд. В 120 километрах от города Кустаная на правом берегу реки Тобол расположен Лисаковск. Этот город появился на земле благодаря месторождению железных руд, обнаруженному в конце 40-х годов 20 века в районе деревни Лисаковка Тарановского района Кустанайской области. Первой обратила внимание на выход аолитовых руд возле деревни Лисаковка геолог Клавдия Дворцова, составлявшая в 1946 году геологическую карту района. И только в августе 1949 года поисковая аятская экспедиция вплотную взялась за Лисаковское месторождение. Техник-геолог Николай Еременко, принимавший участие в аятской геолого-разведочной экспедиции, вспоминал о том, каково же было их удивление, когда уже под почвенно-растительным слоем вскрыли железную руду. В середине 60-х годов прошлого столетия в голой степи на этой земле началась стройка Лисаковского горно-обогатительного комбината и нашего города. Его строила практически вся страна. На всесоюзную ударную комсомольскую стройку потоком шли грузы из всех уголков СССР. Ехала молодежь. С древних времен люди интересуются своей историей, своим прошлым. Но чем длиннее становится исторический отрезок, отделяющий нас от какого-либо события, тем сложнее восстановить картину, казалось бы, совсем недалекого прошлого. Тем, кто интересуется историей Лисаковска, повезло. В городе еще живут люди, которые начинали строительство и помнят его не по архивным источникам. Ветеран труда Кашутина Любовь Ивановна приехала в Лисаковск по комсомольской путевке в 1967 году. Устроилась на работу в Лисаковск Крутстрой машинистом башенного крана, на котором и проработала до 1995 года. Любовь Ивановна, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о строительстве нового города Лисаковска? Откуда вы услышали о нем? Ну, я училась в училище в Затоболовке, 128-е тогда, для сельского хозяйства, там эти механизаторы учили. Вот мы туда попали, и я выучилась на машиниста башенного крана. Когда мы училище кончали, нас распределяли по деревням, по совхозам. Вот Боровое, Денисовку, Ленинские, вот и тогда же были деревни, вот эти, где строили же тогда все время. Вот. А потом уже в конце нам предложили, 5 человек нас согласилось ехать, когда началась комсомольская стройка, нам предложили в Лисаковск. Мы 5 человек согласились, приехали сюда. А что здесь было? Здесь первый микрорайон уже начинался строить. Мы в 67 году в мае приехали. Первый микрорайон был, какие дома были. Это 16-е дома начинались только строиться. Первая школа еще не сдавалась, это строилась тоже в стадии строительства была. Потом нас поселили, был 13-й дом, 14-й, 1-й и 3-й дома были. И там библиотека была, и там у нас были магазины. Мы жили здесь. Была еще где сейчас музыкальная школа, там поликлиника была. А первое впечатление у вас какое было? Вы не пожалели, что приехали, когда увидели только начало стройки? Тогда еще молодые были, что нам по 18 лет было. Страшно, потому что без родителей, без опеки какой-то, поэтому самостоятельно надо было уже о себе заботиться. Поэтому конечно, насчет этого было страшно. А потом уже
Ну, у нас наставники были женщины хорошие, уже постарше нас. Бывало, и ругались на нас, и все было. Первое время было, знаете как, мы не на кране работали, нас тоже на кран прислали, кранов было мало, а строительство большое было. Поэтому нас сначала, как типа стажировки, еще нам по 18 лет было, и стажировки ничего не было, поэтому нас сначала отправили, мы как эти фундаменты делали. Вот. Делали в 17-й дом во 2-м микрорайоне, делали, КПД строили, потом УПТК мы строили, на теплоцентре уже, потом нас потихоньку, где была работа, нас уже посылали всех сюда. Дома вот все, здесь в 1-м микрорайоне дома, я вот участвовала, наверное, 5 или 6 домов. Во 2-м микрорайоне мы участвовали тоже, вот эти дома строили, 2-й, 3-й. 5-й, вот эти вот дома, 23-й, 24-й, 5-й, 6-й микрорайон, 7-й, 11-й, вот в этих... Практически весь город вы построили. Да. Тоже. Смену ты работаешь, особенно первое время было много очень работы, потому что возили детали с Рудного, надо было разгрузить и в то же время монтаж вести. Вот, и успевать надо было и туда, и сюда. Ну, тяжело. Да, тяжело, конечно. Слезешь с крана, оно же мотает вот так тебя аж. Кран-то. Современные это не такие, а то были эти такие краны небольшой грузоподъемности. Это в последнее время у нас 8 тонн появились, а то были самая большая, это 5 тонн. И перегрузка была, и все. А муж вас чем занимался на стройке? Ну, он на ЖБИ работал сначала в снабжении. Потом на КПД перешел, был начальником снабжения работал. Он после армии приехал сюда, познакомились, поженились. Так и живем, вот уже 50-й год уже. А скажите, вы когда поженились, вам дали какое-то жилье или как вы жили? Я получила в 70-м году однокомнатную квартиру 4 сама. Сначала мы поженились, там жили. Потом мы уже дали нам 2-комнатную, а потом в 85-м году, когда строили, вот эту квартиру получили. Получается, у вас дочери тоже рожденные здесь, да, в этом городе? Да, да. Не пожалели, что приехали и остались? Не, мне вообще сейчас город, я никуда не хочу. Мне город нравится. Лисаковск строился, рос, благоустраивался и хорошел. Был создан строительный трест «Лисаковск-Трудстрой», который и возвел большую часть зданий Лисаковска. Комплексная застройка предусматривала, чтобы вместе с домами в микрорайоне сразу же возводились детские сады, школы, магазины, предприятия обслуживания. Петрова Тамара Николаевна приехала в Лисаковск в 1968 году. Работала на строительных объектах города. В 1975 году ей присвоено звание «Ударник 11-й пятилетки СССР». Тамара Николаевна, скажите, пожалуйста, откуда вы вообще приехали? Откуда вы родом? Я родом из Челябинской области, город Сатка. Выросла в Абхазии. Замуж вышла на Кубани. О, как классно! И вот с Кубани приехала сюда. Но вперед на год раньше приехала мама моя. И потом меня позвала. Вы приехали одна? С сыном. Да. А скажите, вообще, вот вы сюда когда приехали, что вы здесь увидели? Когда я приехала, здесь уже стояли дома в 1-м микрорайоне, но не все, конечно. Досталось и мне строить. На работу вышла я 2 апреля, просто разнорабочий, потому что у меня никакой профессии не было. Первое рабочее место – это магазин «Рассвет». Строили там. Ну, мы как разнорабочие там подвал убирали и все. Я смотрела, что делали люди. И как раз начались занятия на плиточниках. Я пошла учиться. Закончила все. И объявляют, что на маляров учат. А тут же работала бригада маляров. Я смотрела на них и ходила, училась.
И пока я доучилась, у меня прям руки чесались вот попробовать. А была бригадир Надежда Гоголева. Она на меня так это посмотрела, и я когда закончила учебу по 2-му разряду, и она взяла меня в бригаду. Ну, после этого стала работать, потом это выучилась на 3-й разряд, и так и работала маляром. Строили все дома, все делали абсолютно. И детские сады, и вот это вот производственные объемы тоже делали. Стены стоят и все. Там дыра, там торчит какая-то пакля, там грязь, там все. Заходишь в этот дом, ничего, темно, и даже свет с улицы не удовлетворяет. Вот начинаешь работать. Заделали все дыры, все замазали, все загрунтовали, забелили, покрасили. Ну какая красота! Моя основная работа была сопловка, сопловать стены. Я это просопловала, другая идет с большим провилом, заравнивает все, потом все это заровняли, а верха становятся девчата и этим полутером стягивают там уже. Когда стена подсохла, тогда ее затирают, и, в общем, готовая стена. Ну, а это там, где КБРУ, цех строили какой-то. Сейчас не помню, какой Это в цех. каком году уже было? Это было уже, здесь это написано, 84-й год. Жили как одной семьей. Вот девчата выходной, когда в командировку не ездили, то после выходного встречаемся, ой, такие родные, и рассказываем, что случилось, что было в выходные. Мы знали у каждого, что в семье делается. А вот эта фотография 88-го года. Бригада вышла передовые, и нас сфотографировали специально. Эта фотография мы закончили Дом Милосердия. Был детский садик. Вот. Детский садик тоже мы строили, а когда Дом Милосердия надо было сделать, и вот нашу бригаду туда послали. Ну да, вот эта фотография и в завод делали. А у нас там работали чехи. И праздник был, Новый год. И мы собрались делать праздник. И пригласили этих чехов. И мы им устроили концерт. С переодеванием, со всем этим. И им до того понравилось, хохотали до упада. А потом этот подошел и говорит: такого праздника я в своей жизни не видел. Строительство набирало обороты. Люди трудились с большим энтузиазмом, брали на себя бремя ответственности за судьбу Лисаковска, преодолевали трудности для того, чтобы город жил. 12 августа 1971 года Лисаковску присвоен статус города. В этом году наш город празднует свой юбилей. Ему исполняется 50 лет. У города немало достижений в области экономики, образования, культуры. И о нашем городе знают не только в Казахстане, но и в других странах. Своей статью и статусом гордым вызывает то зависть, то злость наш напористый маленький город, где давно не живут на авось. И умом, и упорством, и риском лисаковцы творят чудеса, чтобы в будущем, светлом и чистом, от потомков не прятать глаза.